dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantiremo, dorime. Новосибирск и крематорий – безмолвный город. Здесь с миром покоятся те, кто ушел навсегда. На территории крематория почившие живут в своем мире. И здесь всегда многозвучная тишина. Новосибирский крематорий вот уже на протяжении 15 лет оказывает ритуальные услуги в Новосибирске и других городах России. Инновационный подход к сервису, достойное отношение к усопшим и их семьям – это основа репутации Новосибирского крематория. Идея создания и авторства принадлежит Сергею Якушину. Он и его команда долгие годы изучали российские и мировые традиции погребения, благодаря чему Новосибирский крематорий известен не только в России, но и в США, и в Европе, и даже в Китае. В эти двери входят те, кто понес тяжелую утрату. Именно здесь начинается и заканчивается прощальная траурная церемония. В красивом зале церемонимейстер Наталья зажигает поминальные свечи. Ее голос, интонация заставляют людей проникнуться таинством похорон. Смерть близкого – это послание. Время задуматься о вечном и о своей жизни. Все закрыто должно быть. Глаза, руки, обязательно вуаль. Потому что это, да, одежда вся. А в другом ритуальном зале едва слышна спокойная музыка. В центре стоит подиум с гробом. Церемонимейстер Владислав готовится к очередному прощанию. Каждое движение выверено и рассчитано по минутам. Поставить цветы, расставить фотографии, зажечь свечи. Скоро сюда придут родственники, друзья и коллеги покойного. Кто-то будет плакать, а кто-то просто молчать. В России с начала 2000-х годов стала формироваться культура траурных процессий. Новосибирский крематорий – один из первых в России, кто возродил погребальную культуру. Ежегодно крематорий провожает в последний путь свыше 5000 жителей Новосибирска и из других городов Сибири. Борис Якушин – директор и продолжатель дела своего отца Сергея Якушина, благодаря которому и появился в Новосибирске этот крематорий. В 2000 году его отцу поступило предложение от чешской фирмы приобрести кремационное оборудование. Отец Сергея Якушина успел под склад купить бывшую военную базу. Но 2 года объект не работал, так как в России на тот момент частных крематориев еще не было. Но главное, не было понимания, как запустить и управлять этим бизнесом. Первая кремация в Новосибирском крематории была проведена 12 июля 2003 года. Вообще частному крематорию не было перспектив. Поэтому это, наверное, одна из еще отличий этого крематория, то, что он приложил, скажем, такую дорожку. Потому что до этого был частный крематорий в Москве, но он был построен до закона о погребении. На территории современного Новосибирска располагается 7 действующих кладбищ. Самый крупный некрополь в столице – Заельцевское кладбище. Борис Сергеевич признается, в Новосибирске всего 2 крематория, и оба они конкуренты, но каждый идет своей дорогой. Сын продолжил дело отца. Это сейчас бывший склад, ритуальный комплекс с крематорием и парком памяти площадью 3000 квадратных метров, признан кладбищем 21 века, а в начале путь был сложен и тернист. Сейчас это один из лидеров в Новосибирской Сибири в организации эксклюзивных похорон, отпевания, похорон онлайн, нестандартных похорон с конной процессией и с ритуалом роз. И даже есть спецуслуга – развеивание праха в космосе. Меня отец отправлял на кладбище на родительские дни, чтобы проводить агитработы. Он очень много затрачивал средств на публикацию материалов, где рассказывал, что такое крематорий, чем он безопасен, и, в общем, разные преимущества. Но при этом вот я и сотрудники крематория, мы ездили, и мне приходилось 17-летнему пацану рассказывать, уже взрослым людям, там 40-50 лет, что такое крематорий. Опытный тонатопрактик Наталья Максимова подтверждает, крематорий возрождает погребальную культуру. Наталья Николаевна в этой сфере почти 20 лет. Ежедневно она занимается комплексной подготовкой тела к прощанию. За кадром остается большая работа профессионалов, которые психологически помогают людям смириться с фактом смерти. Проводится прощание с уважением, с сочувствием, насколько это красиво, эстетично, культурно, как выглядит тело. Это даже помогает родственникам смириться с фактом смерти. С первого дня работы в Новосибирском крематории существует услуга сохранения биоматериала умерших, несколько волос с луковицей. Цель такой непривычной, но необходимой услуги – помощь живущим потомкам. В процессе кремации тела при температуре до 1100 градусов вся органическая материя тела разрушается. Перед кремацией с головы усопшего тонатопрактик берет несколько волос и
и помещают их в герметичную капсулу, которая затем хранится в урне с прахом. Ежегодно в Новосибирском крематории проводят около 10 тысяч кремаций. На предприятии используют европейское кремационное оборудование – печи чешского производства. Они управляются при помощи электроники и оснащены специальными фильтрами очистки. До пандемии здесь проводилось 1200 кремаций в месяц, а сейчас около 500. Мы все равно здесь видим и родственников, которые пребывают в стадиях горя, в тяжелых, все по-разному переносят. Вот, то есть просто нужно абстрагироваться. Это кадры реальной кремации. Родные и близкие покойного в другой комнате, из которой через бронированное стекло наблюдают за загрузкой. Это тяжелый психологический ритуал, сравним с опусканием гроба в могилу. Кремация до сих пор в российском обществе вызывает споры. Однако в России статистика кремации постоянно растет. В Москве и Санкт-Петербурге удельный вес кремируемых давно перешел рубеж 50% общего числа умерших, а в других городах приближается к 30%. Основными потребителями данной услуги составляет группа людей возрастная, да, она в диапазоне от 28 до 42 лет. Это более половины обращающихся в крематорий. И связано это именно с тем, что именно эта группа детей, которая хоронит там своих уже пожилых родителей. Ну и не нужно быть каким-то провидцем, чтобы понимать, что это люди уже достаточно образованные, как правило, современные, они пользуются интернетом, могут что-то посмотреть. И в данном случае они гораздо проще относятся к этому виду погребения. Запрос общества на кремацию в последние годы увеличился. Сейчас в России работает 31 крематорий в 25 городах. Скоро откроются крематории в Томске, Ульяновске, Уфе, Краснодаре и в Якутске. Год назад в Бурятии открылся современный крематорий. Туда часто обращаются жители соседней Иркутской области и даже Забайкальского края. Для буддизма кремация – это самый подходящий вид погребения. При современных технологиях процедура кремации экологична, менее затратна и не занимает много времени. А главное – отвечает религиозным канонам веры. В начале становления, конечно, у населения были сомнения, страхи, но постепенно эту ситуацию удалось переломить. Мы постоянно работали и работаем над просвещением общества. Во-первых, мы знаем, что в буддизме кремация приветствуется так же, как и в шаманизме. Что касаемо православия, в 2015 году Русская Православная Церковь приняла документ о христианском погребении усопших, где позиция церкви обозначена как снисходительная, если того требуют обстоятельства. На малое количество крематориев влияет тот факт, что действующий закон о погребении был принят в 1996 году, и он уже не отвечает современным требованиям. Сейчас готовят новый о похоронном деле, который помог бы решить проблему строительства крематориев и нехватки мест на городских кладбищах. Эксперты уже отмечают, запрос общества на эту услугу растет, ведь кремировать дешевле, чем хоронить. Во-первых, это цена для потребителя в первую очередь. Потому что любая кремация, мы делали целое исследование, ровно в 2 раза дешевле традиционного захоронения в землю. Для людей сегодня это является основной причиной. Следующая причина – это, безусловно, возможность легко увезти урну, если человек, например, скончался в одном месте, а живет в другом. Это нет таких проблем с транспортировкой груза 200. Другая причина – это санитарный срок. Если у вас есть захоронение в землю гробом, то в разных регионах порядка 12-14 лет вы только можете сделать повторное захоронение. Урну вы можете захоронить хоть на другой день, там нет таких ограничений по санитарному сроку. Этой девушки давно уже нет, но для родителей она всегда рядом. Боль потери они решили превратить в уголок памяти. Любимая игрушка, ее фотоаппарат, заколки для волос. Все, что приносит боль, здесь обретает покой. Фамилии, имена и судьбы. Здесь хранятся более 100 урн с прахом. После кремации многие оставляют их здесь, пока не решат, что делать дальше.
Чаще всего кремация совершается, ну, скажем, через сутки. Человек вот умер, и уже на следующие сутки, во второй половине дня или через человека кремируют не на третий день. Ну и на кладбище то же самое. А вот захоронение урны, она происходит немножко по другому принципу. Как раз таки люди хотят захоронить урну либо на 9-й день, либо на 40-й. Поэтому в данном случае у нас работает такая система. Человек оставляет урну у нас, 30 дней это хранится бесплатно, и только последующие, через 30 дней, человек оплачивает 20 рублей в сутки. Достойно уйти из жизни – священное право любого человека. И лучший способ отстоять его – самому распорядиться собственными похоронами, считают в крематории. Что такое прижизненный договор? Прижизненный договор – это договор, когда человек заранее спланировал свои похороны, оплатил эту услугу и, собственно говоря, сам является заказчиком собственных похорон. Здесь оказывают услуги с кремацией независимо от места проживания умершего. Одно из преимуществ – кремированные останки гораздо проще перемещать. После прах можно перевезти или отправить почтой, а также захоронить в земле, в семейном склепе или в колумбарии. Прах умершего хранится в крематории бесплатно обычно месяц. Часто бывает так, что родственники не могут приехать, например, проживая в другой стране. Церемония прощания у нас заканчивается на террасе Благодарения у колокола, благодарной памяти и любви. По легенде, звон колокола слышно на небесах. И мы предлагаем людям подойти, ударить в него. Тем самым они прощаются со всеми, кого больше нет рядом с нами. Все больше людей предпочитают вместо погребения праха на кладбище сохранение его в колумбарной нише, благоустроенного, освещенного, охраняемого парка памяти, расположенного всего в 10 километрах от центра города. Вот видите, у нас есть дверка. Туда близкие родственники могут разместить личные вещи усопшего, фотографии, ну, все что угодно, все, что он хотел, чтобы с ним захоронили. Каждый год в парке появляются семейные склепы, сооружения для успокоения праха всех родственников, в том числе ранее захороненных на кладбищах. Для создания единого места памяти крематории предлагают услугу эксгумации останков близко на кладбище с последующей кремацией и сохранением урн в семейном склепе или в соседних нишах колумбарии. На крыльях белых голубей. Так называется ритуал последней почести, которую отдают родственники своим дорогим усопшим. Голубь – символ новосибирского крематория. Считается, что душа умершего улетает в небеса на крыльях белоснежного голубя. Выпуская в небо голубя, человек освобождается от боли, оставляя лишь в душе светлую печаль. Ирина Григорьева, Максим Кардозо, Джур Березкин, Артем Алексеев. Москва, Новосибирск.